чем больше я занимаюсь музыкой, чем больше людей слышат мой рэп, тем больше одинаковых вопросов они мне задают. Разные рты произносят одни и те же слова. Они подходят ко мне в клубах, на улицах и спрашивают: чувак, ну шо, это твой рэп реально, он бабла приносит, а? Чувак, а тачка у тебя есть, а? А какая у тебя труба? Ха, чувак это, чувак то. И знаете, какие вопросы звучат чаще всего? Вот эти, вот эти. Сколько голых девок на твоем мобильном, чувак? Кто тебя считает сильным, чувак? Сколько камней, сколько цепей, сколько твое слово открывает. Саша, привет. Привет, Антон. Антон, расскажи нам историю, как ты участвовал в супер-мега популярном шоу «Украина. Мои таланты». Оу, это очень интересная и поучительная история. Я сидел как-то со своим другом Василием Лагаем еще перед Новым годом, еще прошлой осенью, когда я еще пил. Мы выпивали крепкие спиртные напитки. Он говорит: чувак, ты мало светишься, тебя мало знают людей, у тебя достойные есть песни, форматные. Иди на какой-то громкий проект. Я говорю: называй любой, пойду. Он говорит: «Украина. Мои таланты». Я говорю: они там одни бабушки и собачки. Он говорит: нет, пойди. Я иду, пацан не балабол. Пришел на СТБ, прошел предварительный кастинг. Мне сказали: молодец, ждите звонка. Жду звонка 1,5 месяца. Перезвонят: вы участвуете в туре в Одессе. Я еду в Одессу из Киева, 600 километров по трассе, туда и обратно. Слава богу, знакомый таксист довез туда и обратно за 250 гривен. Смешные цены. Приезжаю в Одессу, прихожу на этот отборочный тур, там куча людей в каком-то одесском театре, все дела. Я сонный, 2 часа в сутки спал, жду свою очередь, выхожу под 16 номером из 40 участников. До меня было 15 номеров. Лобаю свой трек «Любовь, мечта и вера». Мне ставят высшие оценки. Я выхожу за кулисы, ко мне подбегает Оксана Марченко и говорит: чувак, ты сегодня первый человек из 16 участников, который получил высший балл в этом шоу. Я говорю: вау, и что теперь? Она говорит: мы такого рэпа никогда не слышали, это супер, это безумная хуйня, то есть, вернее, классно. Вот, и, короче, я говорю: ну что дальше? Ну все, ты проходишь, это нереально. У меня в зале 4 интервью, там, на 40 минут времени. Я им рассказал политику партии, хип-хоп в Украине есть, и он здесь, все дела. Проходит 2,5 месяца, и шоу «Украина. Мой талант» выходит в эфир 7 марта, там, 5 какого. Я сажусь со своей мамой возле телевизора, первый тур, как раз одесский тур, где я должен быть, ну, по-любому. Ну, 3 плюса. Да, 3 плюса, 3 да, судьи, там, яма, все там, вау, это круто. Я сижу перед телеком, и меня вообще нет. Вообще ни интервью, ни выступления, ни его какой-то классный. Вообще нет. То есть меня вырезали полностью из одесского тура. Оставили каких-то бабушек, собачек, дедушек и в конце какого-то нормального малолетка, который пел какую-то молитву, все дела. Ну, короче, я даже не понял, почему у них на это, наверное, свои соображения. Наверное, ну, как бы, мне не важно их соображения. Я понимаю, что у них свое шоу, там весело должно быть, там тупизм, какие-то уроды, собачки, чтобы люди дома пришли с работы и чувствовали себя умнее. Лох, это ж приятнее смотреть на те. Но я не понял одну вещь. Если так все устроено, нахрена тогда вообще эти баллы, нахрена эти судьи, нахрена эти кнопки с крестиками? Если ты выходишь на сцену, делаешь свое дело, тебе ставят высший балл, говорят: блин, ты сегодня был лучшим, первый лучший из всех, а потом это ничего не знает, тебя просто вырезают. То есть это похоже на какой-то... Это мусорская подстава, это какой-то развод. Это жесть. Ну, короче, я особо не расстроился. Это только лишний раз подтверждает, что в этой стране нормальной рэп-музыки, не формата, а именно такой, какой она должна быть, пока еще нет места на центральных каналах, на народных проектах. Возможно, в будущем это изменится. По крайней мере, я попытался изменить это своими силами. То есть не просто сидеть возле телека и возмущаться, а принять участие, показать себя с лучшей стороны, показать, что это достойный музыкальный жанр. И есть люди, которые могут это сделать, ну, делать адекватно. Но, как говорится, балалайка. Для себя ты выводы сделал. Да. И трек написал. Да. Я написал трек, который называется «Underground». И там как раз, короче, есть целый куплет про всю эту шнягу. А ты не думал пойти на другой, тоже не менее популярный проект, как Потапу? А к Потапу я не думал пойти, потому что я не понимаю, как меня может судить человек, который хуже меня читает рэп. А мне уже звонили с какого-то проекта с СТБ X-Factor. Я говорю: чувак, приходи на X-Factor. Я говорю: а там только для вокалистов. А я рэп читаю. Да пофиг, приходи. То есть, наверное, они думают, что я буду там смешным. Ну, теперь им балалайка.